В эфире итоговая программа новостей. Расскажем о главных событиях уходящей пятницы. В студии ведущий Василий Раченко и коротко о темах выпуска. 7 человек с коронавирусом за минувшие сутки выявлены в Якутии. Первый больной появился в Аймиконском районе. Съезд онкологов стран СНГ и Евразии стартовал в онлайн-формате. В конференции участвуют и якутские специалисты. Готовность оперативных групп якутского МЧС к паводку проверили в столице. Более 5800 новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано за минувшие сутки в России. Зараженные выявлены в 82 регионах страны. Летальных исходов 60 и почти 700 человек выписаны из больниц. Теперь в стране за весь период пандемии зарегистрировано 68 622 заболевших. Умерло 615, выздоровело более 5500 пациентов. Говоря о Якутии, 7 новых случаев заболевания COVID-19 выявили в регионе. Из них один впервые в Аймиконском районе. Анализ показал положительный результат у вахтового рабочего из Уснеры. Все необходимые меры по изоляции, выявлению контактов и забору анализов приняты. После получения окончательных результатов будет принято решение по дальнейшим действиям, введению или не введению карантина в поселке Уснера. Среди новых случаев 5 человек в городе Якутске, из них 2 рабочих из вахтового поселка Чииндинского месторождения, которые были доставлены в столицу для прохождения лечения. Также 2 случая из контактов ранее выявленных больных и 1 работник службы судебных приставов, по которому пока не определен источник заражения. 7-й человек был обнаружен в Ленске. Это еще один вахтовый рабочий Чииндинского месторождения. По медицинским показаниям заболевший был доставлен в больницу города Ленска для дальнейшего лечения. Всего в Якутии с начала пандемии теперь зарегистрировано 137 случаев заболевания коронавирусом. Соответственно, мы сейчас принимаем меры по дальнейшей локализации больных, по выявлению их контактов. Особенности это важно, еще раз повторю, для города Якутска. И здесь, конечно же, еще раз повторюсь о соблюдении режима самоизоляции. Опыт других городов показывает, что при соблюдении мер изоляции, при недопущении различных контактов в общественных местах, все-таки соблюдение таких ограничительных мер позволяет через некоторое время добиться уже прогресса. Очень надеюсь, что по Якутску мы все-таки ситуацию удержим под контролем, и у нас дальнейшего бурного развития новой коронавирусной инфекции здесь не будет. Также, конечно же, особое внимание надо уделить нашим промышленным городам, где есть случаи коронавирусной инфекции. Главам муниципальных образований поручено усилить работу с населением и оперативно реагировать на их запросы. Айсен Николаев провел видеосовещание с главами муниципальных образований. С учетом предстоящих праздничных дат им даны новые поручения. Во-первых, главам районов, на территории которых имеются вахтовые поселки, необходимо усилить контроль над соблюдением всех противоэпидемиологических мер. Во-вторых, главы должны усилить контроль над деятельностью строительных организаций, условиями содержания строительных площадок и местами проживания работников, в том числе привлеченных из других регионов и стран ближнего зарубежья. Серьезнейших мер также требует контроль над прибывающими в районы республики вахтовых работников промышленных компаний. Айсен Николаев сообщил, что Мининновации подготовили и начинают внедрять электронную систему контроля над гражданами, которым предписано строгое соблюдение режима самоизоляции. По его словам, четверть тех, кому это предписано, все же нарушают режим. Между тем, еще один человек выздоровел от коронавируса в Якутии. Сегодня из Ленской районной больницы после полного курса лечения и взятия повторных проб выписан пациент. Таким образом, на настоящий момент в Якутии полностью излечились от коронавируса 18 пациентов. Республиканская больница номер 1 продолжает принимать беременных женщин из закрытого на карантин перинатального центра Якутской клинической больницы. При поступлении всем пациентам проводят обязательную термометрию. Усилена работа приемного отделения, организованы дополнительные родовые залы. В педиатрическом центре, где приостановлена плановая работа, развернули дополнительные отделения – патологии беременных и послеродовое. Мобилизовали весь медицинский персонал – врачей, средний, младший персонал, в том числе и тех сотрудников, кто был в отпуске. Не обошлось и без помощи коллег. Так, из женской консультации поликлиники номер 1 направлены 2 акушера-гинеколога. А из перинатального центра ЕРКБ несколько врачей и средний медицинский персонал, которые не имели контактов. Пациентки с температурой, признаками
ОРВИ и контактные беременные поступают в обсервационное отделение ЕРКБ. Управляющим компаниям продолжают безвозмездно поставлять жидкость для обработки подъездов многоквартирных домов. На сегодня более 15 тонн гипохлорита натрия переданы Центральным, Заречным и Вилюйским группам районов. Это уже третья по счету партия. Из 1 литра концентрата получается 20 литров раствора дезинфицирующего средства. Его поставкой занимается водоканал. Тару предоставляет Саха-Нефтегазсбыт, а оператором по реализации выступает группа компаний «Биге». Работа по дезинфекции многоквартирных домов проводится ежедневно в соответствии с рекомендациями Управления Роспотребнадзора. Нашим приказом Министерства ЖКХ и энергетики определены регламенты проведения дезинфицирующих мероприятий, направлены муниципальным образованием, и нашим министерством проводится ежедневный контроль выполнения данных работ. Накануне стартовал 11-й съезд онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии. Он должен был пройти в Казани, но из-за пандемии его решили провести на онлайн-площадках. Такой формат применяется впервые для этого мероприятия. Среди тысяч участников и врачи из Якутска, Нерюнгри, Алдана и Мирного. Как проходит форум, узнаем у нашего СОБКОРа в Москве Максима Кардозу. Кажется, что сегодня вся медицинская повестка сводится лишь к одной теме – коронавирусу. Но это не так. Врачи по всему миру продолжают бороться и с другими болезнями. Например, лечение онкологии – это одно из важнейших направлений. И пандемия не помешала специалистам в этой области собраться, хоть и онлайн. 5500 делегатов из 19 стран зарегистрировались на сайте форума и принимают участие в дистанционных сессиях. Вот по нашему времени в час ночи слушала. Конечно, несколько неудобно, поскольку все-таки разница во времени есть, но очень здорово, что можно услышать все прямо вот вживую, это прямо в онлайн-формате услышать и задать определенные вопросы, которые нас интересуют. Мы даже несколько вопросов задали и услышали ответы от ведущих онкологов. Ну, нам из Испании ответил ведущий онколог. Главная задача форума – это обмен опытом. На его площадке ведущие специалисты делятся самыми последними методами лечения и диагностики онкологических заболеваний. Одна из самых актуальных тем – действия врачей в период пандемии. Также эксперты говорят, что не нужно забывать о внедрении новых технологий и практик. Мы должны завершить работу над единым регистром онкологических пациентов в этом году. Причем он должен быть ни в коем разе не статичным. Он должен обеспечивать фактически учет каждого пациента и его движение на этапе. И в постановке диагноза должны быть стандартные операционные процедуры, которые позволяют в кратчайший промежуток времени получить самый качественный результат. В съезде принимают участие врачи из Якутска, Мирного, Нерюнгри и Алдана. И нашим специалистам есть о чем рассказать коллегам. Сегодня в республике проводятся сложнейшие операции, которые еще несколько лет назад делали только в федеральных клиниках. Причем в Якутии создаются новые центры поддержки пациентов. В рамках национального проекта в прошлом году было создано 9 центров амбулаторной онкологической помощи. Это центры, которые нацелены на оказание помощи к месту проживания пациентов. И эти центры на сегодняшний день очень хорошо функционируют и хорошо себя зарекомендовали и работают. В этом году планируется организовать 3 таких центра в рамках национального проекта. Ну, наверное, это тот регион, где больше всего в прошлом году открылось таких центров. Съезд в новом онлайн-формате оценили и делегаты, и эксперты. Но, несмотря на все плюсы виртуального общения, в следующий раз участники форума надеются встретиться уже по старинке, в офлайн. Максим Кардозу, Джур Березкин, Москва, Якутск. Ощутимый удар пандемия нанесла по туристическому бизнесу. Это почувствовал на себе и Хангаласский район Якутии. Моя коллега Виолетта Засимова пообщалась с директорами природного парка «Ленские столбы», ледового комплекса «Актем-парк» и турбазы «Еланка», чтобы узнать, чем туробъекты живут сегодня. В середине марта все туробъекты на территории республики были вынуждены приостановить свою деятельность из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В самый разгар зимне-весеннего туристического сезона. Обычно в это время жители города Якутска и близлежащих улусов, обласканные весенним солнцем, устремляются на выходные в Хангаласский улус, где им предлагают сразу несколько вариантов отдыха на свежем воздухе. Особой популярностью у туристов пользуются зимние Ленские столбы. Нынче зимний туристический сезон в
парке стартовал в начале февраля. Но последний зимний месяц выдался довольно холодным, и туристов было немного. Вся надежда была на март, но, к сожалению, 16 марта парку пришлось закрыться. Знаете, вот такого конкретного урона именно учреждению, конечно же, можно сказать, он не нанес. Основная наша деятельность – это сохранение нашего уникального комплекса. Туризм – это дополнительная сфера. Мы создаем услуги для жителей республики, для гостей республики. Скорее всего, этот вирус нанес ущерб жителям, которые хотели, планировали нас посетить, но в связи с сложившимися обстоятельствами они, к сожалению, к нам не смогли приехать в этом году. Тем не менее, парк потерял ориентировочно 3 миллиона рублей внебюджетных поступлений от туристической деятельности, которые бы пошли на премирование сотрудников и развитие инфраструктуры. Не менее миллиона рублей составил убыток директора туристическо-развлекательного комплекса «Актем-парк» Анатолия Прокопьева. Ежегодно весной он вкладывается в обустройство ледового городка, нанимает временных работников и проводит мероприятия для привлечения посетителей. В этом году комплекс проработал всего месяц. Но Анатолий Прокопьев не унывает и уверяет, что нынешняя ситуация показала, что необходимо развиваться и уходить от сезонного бизнеса к круглогодичному. У меня отработанный план я в этом году не сделал. И что намерен сделать, это, наверное, улучшать, чтобы мой парк работал круглогодично. И быть готовым к таким ситуациям. Следующая категория туробъектов Улуса – базы отдыха, которые предлагают в однодневную аренду домики, место для шашлыков и так далее. Последние годы их становится все больше, особенно в южных наслегах Улуса. Мы связались с директором турбазы «Еланка», которая расположена недалеко от села Улаханан, и узнали, как коронавирус отразился на ее бизнесе. Наша турбаза работает с 2012 года. С мая уже у нас открытие сезона. Вот, в это время мы принимали школьников, поток туристов много было. Сейчас в связи с коронавирусом у нас все приостановлено. На зимние домики я еще взяла кредит. Вот сейчас не знаю, как ее оплатить. Связанные с эпидемией ограничения ударили по множеству предприятий, прежде всего малых и средних. Правительством Российской Федерации еще 3 апреля был утвержден перечень наиболее пострадавших отраслей, нуждающихся в особой поддержке государства. В этот перечень вошел и туризм. На днях был представлен план преодоления экономических последствий новой коронавирусной инфекции, ознакомиться с которым можно на сайте stopcoronavirus.rf. На 30 слайдах прописаны основные меры поддержки граждан, регионов России, бизнеса, отдельных предприятий и наиболее пострадавших отраслей. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский Улус. День воинской славы перенесен со 2 на 3 сентября. Указ о праздновании окончания Второй мировой войны подписал президент Владимир Путин. До принятия решения инициатива прошла множество обсуждений. К примеру, председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев обращался к спикеру Совфеда Валентине Матвиенко с просьбой учесть позицию Совета о недопустимости празднования Дня окончания Второй мировой войны 3 сентября, так как это день памяти жертв теракта в Беслане. Матвиенко, в свою очередь, заявила, что считает избыточной шумиху вокруг этого закона. По ее словам, он восстанавливает историческую справедливость и не предполагает каких-либо праздничных мероприятий в эту дату. Победа СССР над Японией в 1945 году внесла решающий вклад в завершение Второй мировой войны. Новые нормы направлены на укрепление исторических основ и патриотических традиций, сохранение исторической справедливости в отношении победителей, увековечение достойной памяти погибших при защите Отечества. Гидрологическая обстановка на реке Лени в районе Иркутской области стабильная. Подтопленных населенных пунктов нет. Таковы данные иркутского МЧС. Произошло вскрытие рек Южного Прибайкалья. В Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и Киринском районах работают оперативные группы. Проведено чернение затороопасных участков. Кромка льда находится в районе Никулина. За сутки продвинулась на 42 километра. До границы с Якутией еще остается 397 километров. Как мы сообщали ранее, сроки вскрытия реки Лены на территории Якутии намечены на первые числа мая. Но службы готовятся и к более раннему половодью. Сегодня в столице региона проверили готовность оперативных групп якутского МЧС. Сергей Михедов с подробностями. Здравствуйте, товарищи!
На площадке у здания Главного управления МЧС по Якутии с полным походным снаряжением стоят строем примерно 60 бойцов. В основном это спасатели, связисты, есть и подрывники. Их разделили на 9 оперативных групп. Готовность лично проверяет начальник республиканского МЧС. Еще бы, впереди ответственная задача – помочь обеспечить безопасный пропуск паводка на реках Якутии. Все сотрудники опытные. Например, Василий Тарский руководит оперативной группой номер 4 «Татта» уже 13 лет. Говорит, за последние годы удалось отлично наладить взаимодействие с местными жителями. Тонкая ювелирная работа. Вот, проведешь взрывную работу чуть пораньше, ну, уйдет в этом месте. А в низовьях это затор же будет, подтопление. Поэтому все надо здесь сбалансированно, все сообща надо. Это вот с опытом только переходит. Согласно плану по смягчению рисков, утвержденному главой Якутии, противопаводковые мероприятия разделены на 3 этапа. Первый включает в себя безопасный пропуск паводковых вод на реках Лена, Алдан, Амга, Татта в 15 районах республики. В ходе второго этапа планируют обеспечить спокойное прохождение ледохода на северных реках Яна, Колыма, Индигирка на территории 6 районов. Последний этап – это летний дождевой паводок в центральной и заречной группе, всего в 10 районах. Для обеспечения безопасности создана группировка республиканского МЧС численностью свыше 16 тысяч человек, более 2000 единиц техники, 15 воздушных судов, 135 плавательных средств. Также практически завершены превентивные мероприятия. По распиловке на сегодняшний день выполнено 92% и по зачернению выполнено уже 94% работ. Поэтому я хочу сказать, что плановые мероприятия, которые идут по подготовке к пропуску паводковых вод, они идут в штатном режиме. Тем временем в Ленском районе к подвижкам льда тоже готовы. Ледоход на главной водной артерии республики должен пересечь границу региона в конце апреля-начале мая. Специалисты Ленской ЕДДС в тесном контакте со своими коллегами из Иркутской области ежедневно получают актуальную информацию о ситуации на реке. По словам специалистов, опасений в этом году нет. На территории Ленского района и в Иркутской области образовался хороший запас снега, а толщина льда не превышает средних значений. У нас заключены договора с якутским гидрометом на предоставление уровней воды, а также на организацию гидропостов. Работы по превентивным мероприятиям по ослаблению прочности льда на реке Нюя и на реке Лена завершены в полном объеме. 8 апреля были проведены командно-штабные учения. Оценка получена удовлетворительная, хорошая. Оперативные группы в столице республики готовы обеспечить безопасный пропуск паводка. Несмотря на позитивные прогнозы, в МЧС по Якутии ожидают любое развитие событий, даже по неблагоприятным сценариям. А каким будет ледоход, именует ли нас паводок, узнаем в течение ближайших недель. Первая оперативная группа отправится в город Ленск уже 27 апреля. Сергей Михедов, Григорий Николаев, Якутск, Ленск. К другим новостям. Олимпиаду по восточным и английскому языкам среди школьников «Восточный ориентир» впервые проведут в Якутске. Организатором выступил Международный языковой центр «Востоковед» при поддержке столичного управления образования. Олимпиада пройдет 25 и 26 апреля в онлайн-формате. Заявлено 2 направления. Первое – это восточные языки – корейский, китайский, японский. По ним установлены как письменные, так и устные форматы. Второе – английский язык. Он пройдет в формате дебатов, где участники смогут продемонстрировать навыки владения устным английским языком, а также умение выступать на публике и аргументировать свою точку зрения. Целью этой Олимпиады является повысить уровень знаний учеников, мотивировать ребят на дальнейшее обучение и выявить талантливых ребят. В связи с режимом самоизоляции нами принято решение провести Олимпиаду в формате онлайн. Мы благодарим наших партнеров, экспертную комиссию, наших участников за то, что поддержали такой формат Олимпиады. И завтра наша Олимпиада уже стартует. Мы хотим пожелать ребятам удачи и хороших результатов.
Челлендж в честь Дня Республики запустили в Якутии. Управление культуры столицы поздравило жителей и гостей с наступающим праздником. В сообщении сказано, что 27 апреля – особая дата в истории региона, так как в этот день произошли сразу два знаковых события. В 1922 году была образована Якутская ССР в составе Советского Союза, а ровно 70 лет спустя, в 1992 году, вступила в силу новая Конституция Республики, которая определила статус Якутии как субъекта Российской Федерации. В это сложное время пандемии, когда все жители сидят на самоизоляции, чтобы поддержать патриотический дух, ведомство призвало присоединиться к челленджу. Необходимо снять видеоролик, отметить Управление культуры Якутска, поставить хэштег «Всем сердцем Якутия с тобой» и передать инициативу далее. Это были главные новости уходящей пятницы. Оставайтесь дома, берегите себя и до свидания.